Казахстане будут впервые отмечать юбилей Золотой Орды. Сейчас идут подготовительные работы. К 750-летнему юбилею собирается отремонтировать памятник хану Орда в Карагандинской области. Кроме того, планирует отреставрировать мавзолей Джучихана, старшего сына Чингисхана. Его, к слову, намерены включить в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Уникальная находка. В Казахстане обнаружен мавзолей времен Золотой Орды. Сейчас археологи внимательно изучают артефакты. Находки предположительно относятся к XIV-XV веку. Специалисты уверены, что нашли мавзолей времен Золотой Орды. Скорее всего, он принадлежал роду старшего сына Чингисхана. Именно он в тот период правил территорией современного Казахстана. Удалось обнаружить основание стен мавзолея. Вот это было мощное массивное здание. Ширина стен достигала 3 метров. Найдены остатки кирпичных вымосток. По-видимому, вокруг мавзолея существовал небольшой двор, может быть, какие-то обходные галереи. Внутри сооружения удалось обнаружить остатки усыпальницы, которая принадлежит средневековым правителям. Пока археологи изучили лишь 10-ю часть некрополя, работы предстоит много. На исследование уникальной находки уйдет не 1 год. Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана. Наследник короны и престола Чингисхана. Хан Ибн хан Дешты Кипчака Касым. Известный летописец Исмаил Табризи пишет, что так обращался Мухаммед Шайбани к великому казахскому военачальнику и реформатору. После распада империи Чингисхана Дешты Кипчак стали называть земли Восточного Кипчака от Алтая до Каспия. Всю эту огромную, овеянную легендами веков территорию Касым объединил в состав казахского ханства. Касым-хан сделался полным властелином во всем Дешти-Кипчаке, приобрел такую известность и могущество, каких еще никто не имел после Джучихана. Писал о нем Мирза Мухаммад Хайдар Дулати, автор знаменитого исторического труда «Тарихи Рашиди». Касым-хан был 4-м после Кирея, Жанибека и Бурундыка казахским ханом. Касым был сыном хана Жанибека. Атырауские археологи нашли место захоронения известного казахского правителя и исторического деятеля Касым-хана. Великий полководец, живший в XVI веке, основал в Сарайшике ханство. С именем Касым-хана связывают и зарождение Великого шелкового пути в этом районе. В прошлом году в архивах Санкт-Петербурга атырауские ученые обнаружили старинные чертежи Сарайшика. Древнее кладбище в 3 квадратных километра полно загадок и всегда привлекает этнографов. 14 лет назад во время раскопок здесь обнаружили первый мазар. По утверждению ученых, гробница, ставшая шедевром средневековой архитектуры, принадлежала правителям Ногая. Считалось, что 2/3 древнего города было затоплено из-за изменения русла Урала. Но в прошлом году в архивах Санкт-Петербурга нашли старинные чертежи Сарайшика, на которых хорошо видна ханская могила. Именно это место по чертежам Алексеева 1861 года было обозначено как святой склеп. В его мемуарных записях говорится, что он посетил место под названием «Ханская могила». Это мавзолей. Окна с 3 сторон с куполом и дверь с востока. На основании этих данных мы нашли эту гробницу. Последний казахский хан западного региона Жангирхан Бокейхан-Улы приехал сюда в 1840-х годах и отметил место, называемое гробницей хана. Интерес к городу Сарайшик проявил ряд казахских ученых. Алкей Маргулан приехал в Сарайшик в 1950 году и провел свое первое исследование. К сожалению, он не смог завершить начатую там работу. Сегодня мы начали экспедицию по определению места захоронения Касым-хана. В будущем планируем привлекать к исследованиям известных антропологов, археологов, этнографов и ученых. В следующем году археологи начнут расчистку территории мазара и продолжат работы. Наталья Строкова, Растанбек Кинжи, Амантай Матинов, Атырау, Хабар 24.